Мгм. Ну, Рустам, приятно вас видеть на вебинаре. Спасибо, что пришли. Так. Надеюсь, что слышно всем. М. Так, коллеги, ну что, погнали. На самом деле тема действительно нестандартная, и когда я готовилась к этому вебинару, я поняла, что это не тот вебинар, в котором будет огромное количество кейсов или чего-то такого. Нет, здесь мы поговорим о каких-то, возможно, даже нудных вещах, но очень важных, потому что именно от этого зависит вообще то, как мы будем дальше лечить этого пациента на элайнерах и, самое главное, успешно лечить этого пациента на элайнерах. Поэтому давайте начинать. Первое, что хочу сказать, это то, что все мои вебинары, все мои лекционные материалы — это исключительно мои методы лечения. Вы можете быть с ними абсолютно не согласны. Я всего лишь вам показываю опцию, как делаю я, и, возможно, для кого-то это будет полезно, и я бы очень хотела, чтобы это было для кого-то полезно. Так что обязательно пробуйте, если вдруг что-то для вас будет новое, вы так никогда не делали, и в целом у вас есть какие-то, не знаю, вопросы, обязательно их задавайте в конце. Я с огромной радостью все расскажу и отвечу на все вопросы. Давайте познакомимся, если вдруг кто-то есть тут из тех, кто меня не знает, мы быстренько пробежимся по моей, так сказать, биографии. Меня зовут Диана Ганесян, и я уже с 2015 года работаю с элайнерами. Так получилось, что вот на этом фото изображен человек, которого, возможно, вы все прекрасно знаете. Это Ольга Емельянова, врач-ортодонт, который сейчас проводит сертификационные курсы для докторов в Казахстане. И когда-то, в 2015 году, она брала меня на работу. И вот сейчас пошел 11-й год моей работы с элайнерами, поэтому я уверена, что это та аппаратура, которая прекрасно справляется вообще с любыми случаями на элайнерах. В 2019 году я была на важном мероприятии в Германии у профессора Варнера Шупа, и вы можете обратить внимание, что я держу книгу «Элайнерс Ортодонтикс», которая в основе, в принципе, легла на все мое знание об элайнерах, и она представлена на английском языке сейчас. Те, кто были на конгрессе вот Invisalign в январе, я показывала слайды с вот этой книгой. Она в новой версии доступна сейчас на сайтах, поэтому можно, если что, ее посмотреть. И если вы хотите разобраться, если вы только начинаете работать с элайнерами, это вот прям база-база. То есть та самая книга, с которой стоит начинать. Ну и далее тоже книга, которая переведена на русский язык, доступна, кстати, для покупки в Казахстане в том числе. «Прозрачные лайнеры» Сандры Тай. Это тоже такая база, которая даст вам общее понимание вообще о принципах работы элайнеров. Далее мы переходим с вами в 21 год, самый насыщенный в моей карьере, наверное. Тогда я была на большом курсе в Москве у Кенджи Аджимы и Нанда. Нанда мы все прекрасно знаем по его шикарной книге о биомеханике, а Аджима Кенджи всегда поражает своими кейсами в социальных сетях. Если вдруг вы на него не подписаны, то очень рекомендую это сделать, подписаться на него в соцсетях, потому что иногда он показывает то, где лимиты действительно заканчиваются. И, казалось бы, это никогда такого не было, и вот опять. Поэтому очень вдохновляюще. Собственно, тогда же, в 2021 году, я стала Diamond Invisalign провайдером. Это доктора, которые делают более 250 кейсов в год. Соответственно, мой опыт в тот период был просто невероятнейший. И тогда же, в 2021 году, состоялся мой первый оффлайн семинар, так сказать, лекторский дебют. И вот уже 5-й год я занимаюсь лекторской деятельностью и рассказываю, как же лечить на элайнерах эффективно так, чтобы не делать огромное количество заказов. И в 22 году в России я открывала съезд ортодонтов. В 23 году я стала клиническим директором нашего любимого Invisalign Казахстана. И, собственно, с того момента каждый вторник и субботу мы можем с вами созвониться и обсудить ваш клинический случай, помочь вам с планированием вашего плана лечения для того, чтобы это было максимально эффективно и, самое главное, предсказуемо. Собственно, для этого мы сегодня с вами и собирались. Ну и вот 25-26 год. На данный момент я являюсь соавтором подкаста «Неровный разговор». Если у вас всегда возникали вопросы о том, где же заканчиваются просто ровные зубы и начинается здоровый и функциональный человек, то очень рекомендую посмотреть наши выпуски, особенно с челюстно-лицевым хирургом. У меня есть несколько кейсов, которые я реализовывала именно с этим хирургом, и я действительно считаю, что в элайнерах нет никаких лимитов, и действительно мы можем реализовать абсолютно все, что мы задумаем. Главное вам понимать, к какой точке вы движетесь.
Также у меня с 23-го года есть обучение для докторов, поэтому если вдруг кому-то интересно, вы можете всегда со мной связаться и в частном порядке пройти обучение для того, чтобы улучшить свою практику на элайнерах и пройти, так сказать, полное погружение в тему элайнеров. Я думаю, что на этом будет достаточно прелюдии обо мне и, в принципе, о моем опыте. Давайте посмотрим, что же нас сегодня с вами ждет. У нас будет 3 раздела. В первом мы поговорим о важности сбора данных, о фотопротоколе, КТ, МРТ, в общем, все, что касается диагностики. Потому что на самом деле, работая клиническим специалистом, я очень часто сталкиваюсь с тем, что заводя пациента на план лечения, вы не проводите полный объем диагностики, и когда я задаю вопросы, любые вопросы, мы теряемся и не знаем, что на это отвечать, а что я имею в виду, и какие данные вам нужно было бы взять из, например, того же КТ, либо МРТ. Поэтому этот этап может быть немножко скучным, но очень важным, поэтому мы его пропускать, к сожалению или к счастью, с вами не будем. Во втором разделе мы поговорим про заполнение плана лечения, потому что многие доктора заметили, что, наверное, полгода как или чуть больше у нас поменялась полностью форма заполнения плана лечения. И по сей день, несмотря на то, что уже прошло такое большое количество времени, мы все равно постоянно сталкиваемся с тем, что где-то есть какие-то непонятки, непонятно, как заполнить этот план. Соответственно, вот этот момент я хотела уделить этому особое внимание, потому что именно от этого будет зависеть успешность вашего кейса и успешность этого лечения и, соответственно, планирование этого лечения. Ну а в третьем разделе поговорим уже, как работать с планом, когда он к вам пришел, и, соответственно, что обратить внимание, как скорректировать те или иные позиции в плане лечения в клинчеке, для того, чтобы это было максимально эффективно. Ну что ж, погнали. Если вдруг, кстати, у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их обязательно в чате, для того, чтобы мы потом могли к этому вернуться и все проговорить. Казалось бы, сбор данных в кресле — это может быть супер банальная вообще история. Почему я с этого начинаю? Но наша консультация напрямую вообще зависит от успешности лечения данного случая. Потому что я и сама так делала примерно там 8-9 лет назад, когда я безумно верила в Invisalign, но при этом я ничего не понимала в ортодонтии. И, ну, как бы на тот момент я считаю, что я действительно ничего не понимала. Хотя мне казалось, конечно же, иначе. Это абсолютно нормальное явление в стадии формирования себя как врача. Но если вы очень сильно верите в продукт, он действительно вам будет помогать, но очень часто мы даем какие-то ложные ожидания пациентам на этом этапе, и потом мы с этим не справляемся. Поэтому я всегда за то, чтобы ваша консультация была максимально открыто, максимально информативно, для того, чтобы у пациента не оставалось лишних вопросов, и для того, чтобы вы собрали, самое главное, все эти данные для себя, для того, чтобы вам потом было легче планировать это самое лечение. Потому что часто бывает, что я, например, с докторами потом созваниваюсь по плану, и я говорю: слушайте, а что с суставом-то? У него что-то болит, щелкает, есть ли какие-то вообще жалобы на это? Он говорит: слушайте, а я даже не спрашивал, он ничего не говорил. Но если пациент ничего не сказал, к сожалению, в современных реалиях нам приходится осваивать гнатологию и осваивать, в принципе, сустав со всех сторон для того, чтобы эффективнее помогать своим пациентам. Поэтому даже если пациент ничего не сказал, это не значит, что у него проблем там нет. И на это стоит тоже обращать внимание. Стандартная диагностика. Конечно же, осмотр, полный сбор всего анамнеза. Я действительно считаю, что очень важно изучить анкету о здоровье, которую предоставляет пациент. Интересное наблюдение, с которым я столкнулась буквально прошлым летом. Ко мне повально приходили подростки с жалобами на бруксизм, на сложность пережевывания пищи, на щелчки, на сложное открывание рта, на болезненность в суставе. И симптоматика была абсолютно разная. У кого-то она была более мышечная, у кого-то это была более такая, скорее как вывих диска, что-то такое. Но в реальности их объединяла одна вещь. То, что все эти подростки принимали антидепрессанты. И как потом уже я начала ковыряться в этой теме, выяснилось, что антидепрессанты очень часто вызывают бруксизм. Это одна из побочек антидепрессантов. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот, должно быть некое расслабление, но не всегда
работает. Не на всех пациентах и не все препараты, но вот при некой выборке мы столкнулись с такой проблемой. И я об этом узнала исключительно изучая анкету о здоровье. Поэтому, пожалуйста, не пропускайте этот этап. Мы действительно доктора, которые работают со всем телом целиком, ортодонты, если мы говорим, например, там, про терапевта, они, конечно, не в таком большом объеме контактируют с телом человека, сколько контактируем мы. Фотопротокол. Я всегда настаиваю на том, чтобы он был максимально качественный, максимально обширный, для того, чтобы вы могли в любой момент открыть фотографии пациента и увидеть все. Увидеть все, что вам нужно для того, чтобы эффективнее спланировать это лечение. Рентгенологические исследования обязательно, это тоже база. И я очень рада тому, что доктора в Казахстане практически никто не лечит по ПТГ. Но, к сожалению, такие, может быть, ситуации где-то и встречаются, но в большей массе все-таки вы все делаете КТ, и это прекрасно, потому что большое КТ размером 15 на 15 минимально, оно все-таки позволяет нам дать полную оценку со всех сторон. То есть при большом желании вы можете из этого КТ вырезать ТРГ в прямой либо в боковой проекции для того, чтобы максимально точно поставить диагноз вашему пациенту и, соответственно, максимально хорошо пролечить такого пациента. К дополнительной диагностике то было все стандартное. Мы, конечно же, относим КТ сустава, потому что если вдруг у вас в клинике не позволяет томограф сделать большое исследование, вы можете сделать его раздельно. Например, отдельно сделать суставы, чисто для понимания, если у вас какая-то анатомическая патология, либо, например, если у вас большое исследование, то, соответственно, брать целиком целое исследование. Либо, если вы направляете куда-то в лабораторию, например, на снимке, то отправлять сразу же на большое исследование для того, чтобы это было максимально эффективно. Гипсовка в артикулятор – это всегда очень такой спорный момент, потому что я в некой степени считаю себя человеком, который против гипсовки всех подряд. Очень маленькая выборка, очень маленький процент пациентов, которым действительно нужно искать какую-то центральную позицию, их нужно гипсовать в артикулятор и так далее. Гипсовка в артикулятор глобально даст вам четкое понимание о том, что вам нужно скорректировать в плане лечения. Но сама гипсовка, сама как процедура, она не даст вам такого большого количества данных, как, например, там, ну, условно, тоже КТ или МРТ в том числе. Поэтому здесь это спорно, но если вы привыкли делать диагностику и всех гипсовать, пожалуйста, вообще всеми руками за. И, соответственно, если вы берете из гипсовки большое количество данных, которые вам пригодятся для планирования, например, вы увидите на гипсовке какой-нибудь небный бугор верхней семерки, который цепляется за нижний седьмой зуб, и по нему у вас пациент соскальзывает назад. Для вас это точно будет красным флагом, на который стоит обратить внимание при планировании, и уже в клинчеке этот момент доработать, то есть убрать этот контакт, либо добавить экструзию соседних зубов и так далее. МРТ. Мы попозже к нему вернемся, потому что МРТ – это то, что тоже становится сейчас уже стандартной диагностикой. И если раньше мы отправляли на МРТ в лучшем случае 3 коллеги в месяц, то сейчас на МРТ отправляется примерно 90% всех пациентов первичных, которые обращаются у меня в клинику. Дополнительная диагностика, к сожалению, расширена, и в какой-то степени это нужно нам для безопасности с точки зрения юридической, потому что если у пациента есть какие-то сложности с суставом, то в первую очередь это, конечно же, история про МРТ, потому что даже КТ не будет показательным, если мы говорим про юридические аспекты и правовые данного вопроса. Чуть-чуть поговорим про фотопротокол, потому что, видя разные фотографии пациентов, я, конечно, всегда говорю докторам о том, что лучше иметь что-то одно хорошее, например, там, один фотоаппарат с хорошими настройками для того, чтобы получать максимум информации, чем фотографировать на телефон быстро, а потом отдельно вызывать его там, на отдельный фотопротокол. Это лишние визиты. Я все-таки предпочитаю и пациенту в том числе на первичной консультации показывать вообще, что у него во рту, потому что объективно с такого ракурса пациенты на себя никогда не смотрят.
И поэтому здесь мы можем как раз-таки все четко посмотреть и показать ему, обратить внимание на какие-то сложности. Например, вот это самый минимальный такой набор, который я считаю. Почему я считаю, что внизу фотография по центру с приоткрытым ртом, она также очень показательна для кривой ШП, в том числе, для понимания центральной линии, куда смещается. Но опять-таки, если пациент правильно открыл рот. Это, то есть, это минимум, который у вас должен быть, когда вы идете на лечение на элайнерах. Я очень люблю функциональные анализы. Не так давно я прошла обучение по Планосу, и, например, сам Планос, в принципе, всегда был за то, чтобы делать боковые фотографии, то есть клыковое введение, фотография во фронтальной срезе, если так, ну, спереди. Потому что это дает понимание о функциональности, о стороне жевания у этого пациента, а особенно если мы говорим про подростков, либо про детей, это очень важный момент, на который стоит обращать внимание, потому что сторона жевания будет зависеть то, как у вас будут двигаться зубы на этой стороне. И если пациент у вас очень активно, например, не жует, с одной стороны жует, допустим, слева, а справа он вообще не жует, то, скорее всего, экструзия на стороне жевания будет хуже, чем с другой. Поэтому очень важно балансировать пациента по жеванию с правой и с левой стороны для того, чтобы ваши зубы у пациента эффективнее перемещались. А то бывает ситуация, когда план идеальный, все идеально, но почему-то зубы не двигаются, либо это не происходит. Также на функциональных фотографиях, когда мы смотрим клыковое либо резцовое введение, мы можем увидеть, какие зубы попадают в контакт. И, соответственно, конечно, нам нужно стараться вывести эти зубы из контакта для того, чтобы получить функционально здоровую окклюзию в перспективе, то есть уже после лечения. Также внеротовые фото. Здесь я вообще стараюсь сделать максимальное количество таких фотографий. Сейчас это в большей степени связано с тем, что я готовлюсь к лекциям, и мне нужны хорошие фотографии до и после. Но в общей массе все равно, когда мы делаем большой объем фотографий, это все равно вам очень помогает для планирования лечения. Стандартный набор в анфас, соответственно, закрытый рот с улыбкой. Желательно улыбка должна быть в несколько стадий, то есть простая, либо со скалом максимально широко для того, чтобы вы могли увидеть окклюзионный наклон. Если же такого нет, вы можете использовать ретрактор. Сейчас мы к этому придем. Также профиль. Вы можете фотографировать отдельно правую, отдельно левую сторону, улыбка без улыбки, для того, чтобы понимать, как располагаются губы, есть ли какой-то тонус, профиль и так далее. Вот Кант– это, пожалуй, самое актуальное и самое важное на данный момент, то, что я считаю, потому что огромное количество пациентов, которые с асимметричным развитием ветвей нижней челюсти. Короткая ветвь на одной из сторон, конечно же, всегда приводит к тому, что у нас появляется кант верхней челюсти, и верхняя челюсть, в принципе, находится под небольшим наклоном. А, Есть пациенты, на которые обращают на это внимание, есть пациенты, которым абсолютно все равно, и они никак на это не реагируют. И, соответственно, они не придут к вам изначально с какой-то жалобой именно на кант. Такого крайне редко бывает. Но, тем не менее, для того, чтобы ваше лечение было максимально эффективным, вы должны понимать, что если у пациента сильный ролл верхней челюсти, и нижняя челюсть под это подстраивается и выворачивается в бок, и у него щелкает с той стороне, где у вас кант верхней челюсти выше, то, скорее всего, проблема как раз-таки в верхней челюсти, в канте. И пока вы это не скорректируете, ваш щелчок в суставе, он никуда не денется, к сожалению. Поэтому здесь это всегда про высоту и нормализацию вот этого наклона. И исходя из вот этих фотографий, условно, вы понимаете, что вам нужно выводить в экструзию, а что в интрузию, для того, чтобы потом уложить эти данные в план лечения и получить максимально эффективный план с первой попытки, чтобы вам не пришлось переделывать план по 6, 7, 8, 10 раз. Мы стараемся все-таки с вами сделать так, чтобы ваш план лечения был утвержден на вторую либо третью попытку. Все, вот это наш идеал, должен быть такой. Если есть какие-то вопросы по фотопротоколу, по стандартной диагностике, обязательно на это напишите в чате, чтобы я потом на это ответила. Здесь мы переходим к рентгенологическим исследованиям, как я уже сказала ранее, как хорошо, что вы не лечите по ПТГ, но тем не менее, это удобный метод посмотреть быстро, что с зубами, в особенности про зубы мудрости, когда мы говорим. Но в общей массе такой снимок, он, конечно, не очень информативный для нас.
КЛКТ. Почему важно минимальный размер 14 на 14, 15 на 15? Потому что нам нужно попадание височно-челюстного сустава в полном объеме для того, чтобы вы лучше могли сориентироваться. Плюс из такого размера вы с легкостью сможете сделать и какой-то ТРГ, любой, прямое либо боковое. Обязательно делать это исследование без закуски. Спасибо команде Invisalign за то, что, несмотря на то, что вы делаете КТ, например, с закусками, они все равно вам все это красиво соберут в плане лечения вместе с STL-файлами, с вашими сканами. Но старайтесь все-таки, если мы говорим про большое КТ с суставом, делать это без закусок для того, чтобы у вас визуализировалось все, что нам нужно, и этот снимок был максимально информативен для вас. Кстати, также еще, если вдруг у вас... Это такая информация больше для, наверное, для владельцев клиник, либо у кого, не знаю, старшие медсестры тоже этим занимаются очень активно. Бывают аппараты КТ, на которых целиком сразу большой размер, например, там 15 на 15, 20 на 20 или там 23 на 23. А есть КТ, которые сшивают две половинки. То есть, условно говоря, 8 на 8, 8 на 8 и посередине шов. И вот этот средний шов очень часто попадает на сустав. И если у вас нет калиброванное КТ, и вот эти половинки могут чуть-чуть съезжать, такое бывает, и иногда такие аппараты нужно больше и чаще редактировать для того, чтобы они четче вот эти вещи сшивали. Поэтому из них вам будет чуть сложнее выгружать ТРГ, если вдруг у вас вот эти две половинки съехали, то есть ваше ТРГ будет неинформативное. Поэтому обращайте на это внимание, либо спросите в клинике, а какое у вас стоит КТ, например. Ну, соответственно, здесь мы оцениваем всегда височно-челюстной сустав, положение самого сустава, есть ли какие-то анатомические особенности, возможно, какие-то новообразования, либо стираемость, либо артроз. Эти все данные вы можете получить как раз-таки из КТ. Ну и сам снимок, соответственно, само исследование вы тоже смотрите во всех плоскостях для того, чтобы максимально эффективно все идентифицировать. И на что я еще очень обращаю внимание на КТ, это, конечно же, положение языка. И очень часто мне говорят, что это на это вообще не надо смотреть, а я считаю, что это очень важный параметр для понимания функциональной патологии у данного пациента. Потому что лежащий внизу язык, как здесь, вот вы видите хорошо, что, например, сзади, когда мы смотрим на вот этом срезе, у нас четко появляется вот здесь наверху такой большой объем слизистой, то есть небо, оно состоит из слизистой, не из костной ткани, там нет вообще, вот она, вот тонюсенькая костная ткань, но при этом большой объем мягкой ткани. Это очень характерно для пациентов с патологией языка, и, соответственно, все, что вы будете делать впоследствии ортодонтически, может привести к рецидиву спустя год-два после окончания, просто потому, что там неправильно работает язык. Я всегда за то, чтобы у нас был комплексный подход. Я всегда за миофункциональных специалистов, потому что именно миофункциональные специалисты помогают нам решать все вот эти сложные патологии, проблемы, поэтому на это тоже всегда рекомендую обращать внимание. Так же, как и с пазухами, потому что пазухи в целом это маркеры качества дыхания у такого пациента, и если там есть какие-то новообразования, кисты, неважно что, вам тоже неплохо было бы в эту область смотреть для того, чтобы, если нужно, направлять пациента на дополнительные какие-то исследования. Также, естественно, в каждом срезе мы можем посмотреть полностью все, что нас интересует. Если есть какие-то зубы, которые требуют лечения, обязательно всякие кисты, периодонтиты. Я рекомендую сначала перелечивать и только после этого двигать такие зубы. Потому что если вы будете двигать зуб с каким-то воспалением, вероятность того, что это воспаление увеличится x2, либо осложнится в процессе лечения, слишком велико. Мы все-таки с терапевтом пришли к выводу, что таких пациентов лучше сначала пролечить воспаление, после этого уже планировать ортодонтическое лечение. Универсальный просмотрщик есть для любого снимка КТ на тот случай, если пациент вам принес это КТ отдельно, сделанное в другой какой-то медицинской организации, например. Мой любимый Радиант, который помогает посмотреть все, ну то есть и МРТ, и КТ,
Любой снимок в просмотрщике Radeon прекрасно работает. InVivo тоже хороший просмотрщик. В нем, по-моему, за дополнительную плату можно проводить различные исследования ТРГ, КТ, то есть из КТ вычленять ТРГ для того, чтобы вам, возможно, это больше пригодилось для диагностики. Blue Sky, как правило, это все-таки для хирургов, челюстно-лицевые хирурги очень любят Blue Sky, для имплантации любят Blue Sky, но программа, по-моему, тоже бесплатная, в целом можно ей также пользоваться. И вот мы подскакались к самой интересной теме, мне кажется, это МРТ, потому что с МРТ всегда огромное количество вопросов, вообще, как его смотреть, как его читать. Я постаралась хоть добавить немножко информации на этот счет, потому что МРТ ВНЧС становится нашей, к сожалению, обыденностью, и ориентироваться только на заключение, которое мы видим от рентгенолога, мы не всегда можем, потому что я встречалась с ситуациями, где в самом МРТ все плохо, а в исследовании, в заключении все великолепно. И когда мы начинаем это все смотреть, конечно, приходилось отправлять эти снимки на переопись к рентгенологам, которые занимаются именно суставом, для того, чтобы это было максимально эффективно вообще. Поэтому постаралась немножко объяснить, и для вас в том числе, как просматривать в режиме в МРТ снимки. И вот эти всякие цифры, которые там написаны, для меня это тоже раньше было просто какая-то паника вечная, но тем не менее. То есть у нас есть несколько режимов для просмотра: Т1, Т2, ПД и ЕПД. И, соответственно, Т1, как правило, самое отвратительное, плохое качество, в котором очень сложно разглядеть диск. ЕПД — это тот самый формат, в котором вам уже лучше что-то может визуализироваться. И когда в колонке с левой стороны, если мы говорим про радиант, вы выбираете формат, в котором вы будете смотреть этот снимок, я всегда, конечно, рекомендую искать ЕПД. ЕПД бывает не у всех, поэтому ПД хотя бы, либо Т2 для того, чтобы оценить, что там происходит. Т1, Т2, как правило, записывают. И вот здесь, как я работаю в Радианте, в принципе, это уже такая тоже стала база наша ежедневная. Это просмотры МРТ собственноручно, то есть не по пути заключения. Я открываю таких 3 среза, мне так удобнее смотреть. То есть один из них — это корональный срез и, соответственно, 2 сагитальных. А, В сагитальном срезе мы смотрим в открытом и в закрытом состоянии. И вот видите, здесь написано как раз-таки ЕПД наверху, либо вот с левой стороны, второе окошко снизу, ЕПД closed sagittal. То есть это значит, что это закрытое состояние в сагитальной плоскости в ЕПД качестве. И здесь, соответственно, для нас это максимально информативно. То же самое с левой стороны мы можем оценить. Есть у нас репозиция, нет у нас репозиции. Здесь у нас что мы видим? У нас тут вывих диска с правой стороны, при этом с частичной репозицией при открывании то же самое с другой стороны. То есть вывих с репозицией. Это хорошо. Репозиция, если есть, шансы того, что мы его вправим, конечно же, больше, если же мы, конечно, хотим его вправлять. Но, опять-таки, любое вправление всегда под вопросом. И, соответственно, вы, если пациент такой пришел и принес вам такое МРТ, и у него нет щелчков, то в процессе лечения на инлайнерах он может защелкать. И вы тоже должны обязательно это учитывать. Здесь мы с вами переходим ко второму нашему разделу — заполнение плана лечения. Если вдруг у вас есть вопросы по поводу МРТ, то можете написать их в чате, потому что в конце обязательно на это все ответим. Потому что обычно про МРТ как раз-таки много вопросов. Идем с вами во второй раздел про заполнение плана лечения. И давайте к основным правилам в первую очередь, потому что когда мы подходим к этому этапу, вы уже, как правило, все-таки должны были как минимум отсканировать этого пациента, отфотографировать его в полном объеме, возможно, значит, дополнительную диагностику и, в принципе, понимать уже, как вы планируете этого пациента пролечить. И вам нужно понимать, что вы хотите закладывать в это лечение. Самая частая ошибка, с которой я сталкиваюсь, это то, что когда мы говорим, что доктор приносит мне пациента, и мы начинаем смотреть, я говорю, что мы хотим здесь делать. У вас полный второй класс, например, с одной из сторон, что мы будем делать? Мне говорят, корректировать до первого. Я говорю, а как? За счет чего? Коррекция до первого класса, возможно, огромной массы вариантов. Вы можете сделать дистализацию,
сделать мезиализацию на нижней челюсти, можете сделать скачок нижней челюсти, можете вообще оставить второй класс, а можете отправить на челюстно-лицевую хирургию. 5 методов лечения только одного несчастного второго класса. И то, что вы напишете технику, исходя из этого, он и реализует то, что вы хотите. И опять-таки, очень часто сталкиваюсь с тем, что доктора надеются, что техники сами все поймут и сами все сделают. Там же и так все понятно, так работает. К сожалению, нет, потому что задача техника не понять, как вы хотите полечить пациента, а задача техника реализовать ровно то, что вы запланировали, и реализовать ровно те задачи, которые вы ему дали. И не так давно ко мне пришел доктор, у которого пациент был в полном 3 классе, то есть верхняя челюсть была настолько узкая, что она проходила полностью то есть она была, это по-хорошему, это хирургическое расширение, как мне кажется, и челюстно-лицевая хирургия. Но в плане лечения мы увидели, что верхняя челюсть сама двигается, максимально расширяется и выходит вперед, перекрывает нижнюю челюсть. Но как это можно реализовать? Верхняя челюсть сама по себе не сможет выдвинуться так сильно вперед. Когда мы говорим про выдвижение челюстей, мы говорим всегда все-таки про низ. Верхняя челюсть, как мы помним, она приделана к черепу. И такая опция, она невозможна. Но техник смог это реализовать. А это значит, что вы написали такую задачу. И этот красивый мультик будет потом очень обидно, что он не случится. И он не реализуется. Поэтому мультик – это мультик. А ваша задача как врача все-таки четко понимать, как мы планируем этого пациента пролечить. И когда мы начинаем заполнять план лечения, я заметила, что многие доктора пропускают элементарные какие-то параметры. Я просто не стала проходить весь путь заполнения пациента, но на вот этом этапе мне хотелось больше всего остановиться, потому что когда вы загружаете КТ, очень часто пренебрегаете загрузкой обычного рентгена. Но, к сожалению, не всегда мы можем знать, увидя на КТ, этот зуб депульпированный, как у него обстоят дела, все ли там хорошо. Поэтому я всегда за то, чтобы все-таки в плане лечения, когда вы его загружаете, у вас был хотя бы срез из КТ, срез УПТГ, для того, чтобы вам лучше понимать, что из этого можно подвинуть. Либо на какие зубы мы точно можем что наклеить, какие атачменты, какие кнопки и так далее. И сейчас мы подходим, наверное, к самой интересной теме, потому что с этим нужно было некоторое время даже разобраться, потому что сейчас ваш интерфейс в личном кабинете полностью поменялся, и, конечно, тут есть много нюансов, на которые стоит обратить внимание. В первую очередь, когда вы проваливаетесь во вкладку пациента для того, чтобы выбрать опцию этого лечения, у вас есть несколько вариантов. Это Comprehensive, Express, Light, Moderate, либо Vivera. Если же вы меняете эту вкладку на подростка, то у вас меняется, в принципе, тоже опции, добавляется небный расширитель Invisalign в подростковом лечении. Для деток, для совсем маленьких, у нас есть First, у нас есть небные расширители и также ретейнер Vivera. Соответственно, здесь вы на этих этапах, либо взрослый, либо подросток, либо ребенок, вы выбираете дальше продукт, с которым вы будете работать. И когда мы говорим про лечение взрослых и подростков, всегда вопрос, а какое же лечение выбрать. Экспресс до 7 лайнеров – это супер редкий случай, когда мы можем кого-то взять на такой кейс. Экспресс до 7 лайнеров, как правило, это пациент, который уже закончил лечение на любой ортодонтической аппаратуре, проекты и лайнеры, и у него появилась какая-то супер легкая скученность. Супер легкая, это я имею в виду, что отвалился ретейнер, 2 центральных листа сместились. Вот это вы можете спокойно брать на экспресс до 7 лайнеров. Все остальное, ну, все-таки это уже будет light, если это скученность наверху, внизу и так далее. Это уже будет light кейс. В целом, за все 10 лет работы с Invisalign я не сделала ни одного экспресс-кейса до 7 лайнеров, потому что слишком маленький функционал. А лайт-кейсов я сделала буквально 2 за весь срок лечения. Лайт-кейсы тоже достаточно специфические, потому что у вас всего лишь 14 лайнеров и 2 возможности до заказа. То есть суммарно это не такое большое количество. Плюс у вас ограниченная гарантия. Она не 5 лет, как у полного набора. Не так давно у Invisalign появился комплект Moderate до 20 лайнеров, и в целом это неплохо.
Некоторых пациентов с небольшой скучностью, необходимостью небольшого расширения вы можете взять на Moderate. Но мы должны понимать, что вы провели хорошую диагностику. Очень часто бывают ситуации, когда за, казалось бы, простым первым классом с каким-нибудь легкой скученностью скрывается а, заблокированная нижняя челюсть, и при расширении верхней челюсти у вас пациент выходит в третьеватый класс, либо в прямой прикус, и в боковом отделе у вас получается большой объем разобщения, и, соответственно, вам нужно вторым этапом это как-то что-то собирать и, скорее всего, децилизировать низ. И, скорее всего, вы не попадете в Moderate 20, точнее, вы можете изначально его взять, но в дозаказе вы будете упираться в то, что вы не сможете в 20 лайнеров уложиться в этот объем. Поэтому я на самом деле в своей практике чаще всего использую все-таки компрехенсив с неограниченным количеством лайнеров в течение 5 лет для того, чтобы быть уверенным, что все нормально. Поэтому на это стоит обратить внимание. И насколько я знаю, там не такая большая разница финансовая между moderate и comprehensive, поэтому я за то, чтобы брать comprehensive. Причем это касается и подростков, и взрослых. На модерейте еще можно взять какого-нибудь взрослого, который готовится под тотальное протезирование, например, а подростки нет, потому что должна быть супер хорошая кооперация с пациентом для того, чтобы у вас все сложилось. Лечение малышей. Я прям так и назвала малышей, хотя лечение детей, но тем не менее. У вас есть две опции. Это Invisalign First и Palatal Expander. Однако, Palatal Expander в некой степени подразумевает, что после него вы будете ставить Invisalign First, потому что только после расширения у вас идеально зубы не встанут. И, скорее всего, где-то нужно будет что-то подвинуть. Поэтому, как правило, после Palatal Expander следует использовать Invisalign First. Я в своей практике еще не работала с экспандером. Так сложилось, что у меня как-то не было еще детей на экспандер, но с Invisalign First работала много. Очень хороший продукт. Люблю его, правда, для почти всех детей он прекрасно подходит. Однако сейчас я столкнулась с тем, что много детей с сильным сужением верхней челюсти, и тогда действительно Palatal Expander вам приходит на помощь для того, чтобы сначала все это максимально расширить, и после этого уже двигать зубы. Вот мы доходим до самого интересного. Что делает примерно 90% докторов во всем мире здесь? Они, попадая на эту страницу, просто нажимают «Заполнить форму назначения лечения» и погнали. Ничего при этом не выбирая. Потому что Invisalign обновил эту систему и создал некую глобальную как это, шаблоны клинических предпочтений, в которых вы можете, условно говоря, просто выбрать априори, что там сделают, и не заполнять индивидуально под каждого пациента. Я же все-таки за то, чтобы индивидуализировать лечение для каждого пациента. И сейчас мы с вами посмотрим, а что же нам надо делать. И в первую очередь нам нужно нажать на вот эту вот кнопочку, нажать на вот эту галочку для того, чтобы раскрыть все самое интересное. То есть как только вы на нее нажимаете, вы проваливаетесь в вот такое меню, в котором вы можете выбрать буквально все. То есть, например, если вы планируете использование сепарации для того, чтобы скорректировать скученность. Вот у вас скученность есть, например, во фронте, но у вас есть какие-то зубы, которые вы не можете больше уводить в протрузию, то вы выбираете по отдельности каждый зуб и, соответственно, отмечаете его как эталоном для, например, протрузии, либо чтобы этот зуб не уходил больше в протрузию. То же самое вы можете сделать и с объемом, то есть вы можете этот объем в миллиметрах прямо указать для конкретно каждого случая, конкретно каждого зуба. Ограничить расширение вы также можете это все указать отдельно прямо вот на вот этой модели. То же самое, что и с промежутками, например промежутках. И причем, когда вы нажимаете, у вас ничего нет. Вам нужно убрать вот эту галочку для того, чтобы у вас появилось хоть что-то, для того, чтобы это корректировать. Особенно средняя линия. Господи, мы с этим каждый раз на всех созвонах. Доктора, которые были у меня на консультациях, они знают, что это я всегда про это спрашиваю. И видите, оно автоматом начинает появляться, как только вы что-то выбираете. И центральная линия, вот обязательно техник, даже несмотря на то, что вы добавляете фотографии лица, он не обязан понимать, что вы куда должны сместить. Бывают ситуации, при которых смещение центральной линии на верхней челюсти примерно вот сюда,
и пациент это никак не беспокоит, а здесь у него куча резорсыненных зубов, например, и вы физически не можете сместить эту центральную линию, и она у вас так и останется смещенная. А есть ситуации, при которых вам нужно это корректировать, и вы можете это сделать. И исходя из этого, конечно, вы заполняете полностью вот этот весь prescription. Сюда же вы дополняете все, что касается коррекции по сагитали, по перекресту. Видите, тут много очень опций, и это хорошо. Этим нужно пользоваться максимально. То есть вы сюда добавляете буквально все, что вам нужно про пациента рассказать, для того, чтобы ваше лечение было максимально классным, и чтобы ваш первый план лечения был идеальным, чтобы вам практически не нужно было его редактировать. Опять-таки, мы должны понимать, что мы не должны противоречить друг с другом, конечно же, но в общей массе, если вы заполняете одно, он просто вам не даст заполнить что-то из противоречий каких-то. То есть, например, вы корректируете глубокие прикусы, запрашиваете, допустим, а, экструзию бокового отдела, а потом вы решили, что вы хотите еще экструзию переднего отдела на верхней челюсти, например. У вас технически просто это будет невозможно реализовать. Поэтому обязательно заполняйте клинические предпочтения для клинического случая, потому что без этого не получится сделать четкий план. И надеюсь, здесь, на этом этапе, все становится понятным, почему мы не выбираем редактировать шаблон, почему мы не выбираем сразу же согласие на план лечения. То есть мы просто заполняем его индивидуально под каждый случай для того, чтобы это было максимально похоже на правду. И вот когда к вам приходит этот план, который к вам пришел, скорее всего, после того, как вы там все заполнили, тут мы приходим к самому интересному. Последовательности оценки плана. Самая частая ошибка, с которой я сталкиваюсь, что доктор на первом этапе пытается сделать замену атачментов, либо каких-то кнопок, либо чего-то еще, а, с первой же модификации. Вот поверьте мне, никакие атачменты не имеют никакой ценности, если у нас неправильное перемещение зубов, неправильный стейджинг этих зубов. Поэтому у нас есть определенная последовательность. И первое, что мы делаем, это, конечно же, оценка данных окклюзионной плоскости. Только потом мы переходим к перемещению, только после этого к атачментам, и в самом конце мы смотрим на контакты. Разберемся сейчас с каждым отдельным пунктом. Для техника самое важное, чтобы вы все вот это заполнили, то, что мы проговорили сверху, перед этим. Любую аппаратуру, которую вы планируете использовать, вам тоже надо учесть это в плане лечения. Технику об этом знать не обязательно. Поставите вы мини-винт или не поставите мини-винт. Вам самое главное понимать, что вы его запланировали, соответственно, вы его будете ставить для чего-то. То есть, например, для дистализации, либо для апрайта, либо для интрузии. И заложить под это что-то. Кнопки, атачменты, вырезы, неважно. Технику вообще по барабану, поставите вы их или нет. То же самое касается центральной линии. Очень часто на планах лечения я вижу, что центральная линия изначально у пациента на месте, но у вас односторонний второй класс, и при одностороннем втором классе вы проводите дистализацию только с одной стороны. И вот проводя эту дистализацию в одну сторону, центральная линия, естественно, уезжает в ту сторону, в которой вы проводите дистализацию. А если она изначально была на месте, и нам не нужно было ее никуда смещать, представьте, какой это будет сюрприз в конце. Если вдруг у пациента все действительно так хорошо отработает, что центральная линия сместится на пару миллиметров. Никто этому рад не будет. Поэтому обязательно проверяйте, куда у вас что смещается в отношении центральных линий. Оценка данных и окклюзионной плоскости. Это вот первый пункт, который вы делаете, как только вы получили план. Проверяйте актуальность сканов. Очень часто у докторов я вижу, что они планируют, например, сканировать пациента после, и мы начинаем там делать план лечения, а потом говорят, ну мы сейчас будем пересканироваться, он переделал 3-4 там коронки, например, поставил временные. Это не значит, что мы будем менять план полностью, но наличие больших каких-то вмешательств, конечно же, будет влиять на сканирование и, соответственно, будет влиять на то, как мы будем этот план лечения потом переделывать.
Потому что точь-точь, один в один план лечения вам техники повторно по новому скану никогда не сделают. Он будет максимально похож, но один в один, конечно, они не смогут реализовать. Это нормальное явление абсолютно, но будет максимально похоже. Тем более, если у вас поменялась анатомия зубов. Также и центральная стартовая позиция, с которой вы начинаете. Если вы проводили некую гипсовку, диагностику, поиск центрального соотношения, лечение на сплинте, неважно что, вам нужно эти данные как-то передать в план лечения. Соответственно, исходя из этого, вы должны либо отсканировать пациента в этой центральной позиции, либо поставить ему накладки и отсканировать его с накладками, либо поставить накладки, отсканировать, убрать накладки, чтобы у вас в капе, допустим, была как будто бы накладка, а в реальности накладки не было. Ну, так тоже можно, если что, сделать. То есть вам нужно что-то для того, чтобы это оказалось в цифровом формате в плане лечения. И очень всегда тоже прошу коррекцию наклона плоскости. Если у вашего пациента вот такая окклюзионная плоскость, а вы загрузили только скан и не загружали КТ, то, скорее всего, ваша модель будет стоять ровно. И, скорее всего, когда вы начнете планировать этот план лечения, он не будет стыковаться с реальностью. И поэтому надо подкорректировать именно окклюзионную плоскость. Для этого у нас есть все инструменты в плане лечения. Если с данными все в порядке, скан актуальный, плоскость та, центральная позиция тоже та, только после этого мы переходим к оценке перемещений. И вот здесь мы всегда, опять-таки, моя любимая центральная линия, мы отталкиваемся от нее, что куда двигается. Если центральная линия на месте и двигается она никуда, а стоит на месте, супер. Мы смотрим все остальное, что в боковом отделе. Сверяйтесь обязательно с тем, что вы могли, например, себе написать на этапе диагностики, когда вы диагностировали этого пациента и планировали, ага, здесь нам надо будет сделать интрузию, здесь нам нужно будет сделать мезиализацию, а вот на верхней челюсти во втором сегменте это точно будет дистализация. Чтобы вот все, что вы тогда спланировали, чтобы оно оказалось тоже в плане лечения. Почему так важна последовательность? Вы можете налепить атачменты на каждый зуб, но если ваш зуб будет двигаться в 3 плоскостях одновременно, скорее всего, вы не получите хороший результат. Поэтому очень важно соблюдать последовательность перемещений. Например, если вы делаете дистализацию, то совмещайте ее, допустим, с расширением. Но не совмещайте и дистализацию, и расширение, и интрузию, например, либо экструзию. Интрузия и так у вас произойдет как побочка, скорее всего. А вот экструзия, она не сможет реализовать все вместе за раз. Поэтому мы тогда должны это как-то разбить. И, например, сделать дистализацию и экструзию. Либо, что достаточно сложно, либо дистализацию и расширение, а экструзию делать отдельно уже после. Можно разными методами к этому вопросу подойти. Поэтому, если вдруг вам не нравится, что у вас, допустим, дистализация по протоколу 1 к 3, когда у нас двигаются 3 зуба одновременно, и вы понимаете, что костная ткань, например, там пазуха достаточно низко, корни у пациента длинные, и, скорее всего, реализовать 1 к 3 вам будет тяжело, поэтому дистализируйте 1 к 2, напишите об этом техникам, и, скорее всего, они вас поймут, если вы напишете, делайте дистализацию по протоколу 1 к 2. Если же у вас полная каша в плане лечения, и вообще непонятно, что куда двигается, в какой последовательности, и двигается все одновременно, и самое страшное, что это безумно красиво, и вам хочется это утвердить, потому что там всего лишь 10 кап, это красный флаг. Так точно делать не надо, потому что все должно быть по очереди. Если что-то двигается, что-то другое должно находиться под опорой, и только тогда вы сможете эффективно их все переместить. Соответственно, если в вашем плане такой хаос, мы прям пишем техникам, что давайте начнем все сначала. И прописывайте, что вы хотите. Например, сначала расширение, потом дистализация, потом интрузия фронта, например. И отдельно прописывайте это для каждого этапа. Вот пример того, как я общаюсь с техниками, и честно, мне кажется, что это действительно очень удобно для понимания даже в рамках своей практики, а что вы хотите, что вы хотите от техника. И на днях я выступала, и у меня на этом слайде доктора посмеялись на тему того, что надо здороваться или просить техника вежливо, а я считаю, что это действительно очень важный аспект, и очень важно относиться к ним все-таки не
как нашим помощникам, потому что без них мы не сможем реализовать эти планы лечения, потому что они делают огромный пласт работы, поэтому давайте уважительно к ним относиться. Поэтому я всегда за то, чтобы с ними вежливо поздороваться и попросить то, что вы хотите. Далее я всегда в плане лечения в общении прописываю отдельно вверх, отдельно низ. Например, вот как здесь в примере у нас есть верхняя челюсть. Сначала расширение, потом дистализация последовательно по протоколу 1-2. Я написала всего два слова. Дистализация, sequentially, 1-2. Все. Это всем все понятно, я надеюсь, и вам, и техникам. Техникам так точно понятно. А если у нас, например, сильная ретрузия, то я всегда пишу, что когда дистализируете седьмой и шестой, пожалуйста, проклинацию передних резцов давайте. Тоже это прописали. Если я хочу более предсказуемую дистализацию, то я запрошу отдельно у техников, чтобы 13-23 зуб на верхней челюсти дистализировался отдельно от передней группы зубов. То есть чтобы сначала подвинулись клыки, а потом двигались передние зубы. Ничего сложного, видите, мы идем от дальнего к переднему. Если мы говорим про дистализацию, то мы, соответственно, начинаем с конца и заканчиваем передом. Expansion, расширение – это общее, то, что касается всей челюсти. Когда мы говорим про низ, все то же самое мы делаем, соответственно, то же самое все прописываем. Если у нас есть какие-то общие инструкции, например, по скачку нижней челюсти, либо по добавлению ластиков, вы тоже отдельные фразы это просто прописываете. И в целом за столько лет работы, если вдруг в плане лечения уже просто полный бардак, черт ногу сломит, никто ничего не понимает, мы вот так вот заново прописываем весь план и получаем хороший, нормальный план. Если же мы с вами прошли по двум первым пунктам, и плоскость у нас корректная, перемещения у нас правильные. Вот теперь настало время ставить атачменты, кнопки, вырезы, планировать дополнительные элементы и так далее. Только в этот момент. И мы должны не забывать, что когда мы говорим, например, про экструзию, то всегда должен быть атачмент на зубе. Если у вас нет у экструзионного зуба атачмента, это невозможно реализовать. Для того, чтобы зуб за что-то потянуть, капа плоская этого сделать не сможет. Нам нужно зацепиться за атачмент, и тогда мы сможем опустить зуб. Если мы говорим про интрузию, то наоборот, нам не нужны с вами атачменты на тех зубах, на которых проходит интрузия. Нам нужна опора на соседе, чтобы опереться и интрузировать этот самый зуб. Поэтому проверяйте эти моменты. Вот, кстати, тут техники бывают, что могут пропустить этот момент, либо не учесть его, поэтому обязательно не забывайте про это написать. Точнее, не написать, а поставить. Лучше своими ручками это сделать. Иногда, когда я так делаю, извиняюсь, у докторов возникает вопрос, а где я это нашла, как я на это нажала и так далее. Вот, у вас при открывании плана лечения с правой стороны есть зуб, атачменты и дуга, там, где сейчас как раз-таки моя мышка. И вот, когда вы выбираете атачменты, у вас появляется меню с атачментами, и вы абсолютно любой атачмент можете туда приклеить. Любой формы самостоятельно его поставить. Если вы хотите какие-то дополнительные элементы, например, как окклюзионные накладки, они, кстати, не так давно у нас появились, видите, их можно поставить на шестые, на пятые зубы, либо на те зубы, на которых достаточно плоскости. Четверка маловат зуб для того, чтобы установить окклюзионные накладки, но вот здесь, например, они хорошо реализовались. То же самое вы делаете с кнопками. Не нужно писать техникам эту задачу и ждать, пока этот план лечения вернется. Вы можете спокойно поставить эти элементы самостоятельно. А если вы не знаете, какой атачмент вам сюда нужен, например, вы можете навести вот этот ромбик, вот этот ромбик. Нет, это не ромбик, это что-то там. Восьмиугольник, наверное. Вы его можете перенести на зуб, тем самым у вас открывается меню, в котором вы можете выбрать, какой атачмент вы будете здесь использовать. То есть он не будет такой формы, это оптимизированные атачменты, которые будут той формы, которая вам нужна. По своему опыту могу сказать, что оптимизированные атачменты для экструзии, они не очень хорошо отрабатывают. Если мы говорим про экструзию, либо дистализацию, я все-таки больше люблю прямоугольные атачменты, либо горизонтальные, либо вертикальные. Как мы с вами помним, для дистализации, для сагитального перемещения нужен вертикальный атачмент, а для вертикальных перемещений, то есть открытый глубокий прикус, экструзия, интрузия, здесь нам нужна вертикальная атачмент для того, чтобы
Горизонтальный, извиняюсь. Горизонтальный атачмент для того, чтобы было больше опоры для экструзирования этого зуба. И только после этого мы с вами подходим к оценке контактов. То есть, когда мы поставили все атачменты, мы переворачиваем модель, чтобы все посмотреть. И очень важно оценивать положение небных бугров на модели, потому что небные бугры должны попадать четко в области небных бугры четверок, четко в фиссуру. Иначе ваше все лечение будет максимально нестабильным. И в особенности у глубокого прикуса старайтесь сделать все-таки красные контакты в боковом отделе для того, чтобы у вас было максимальное количество опоры, для того, чтобы у вас прям с гиперкоррекции проходила экструзия и тем самым повышалась высота прикуса. Когда мы говорим про открытый прикус, то, соответственно, мы чаще всего все-таки надеемся на интрузию переднего отдела, интрузию бокового отдела, экструзию фронта, и тем самым нам нужно создать больше контактов спереди, чем в боковом отделе. Также мы не должны забывать, что очень часто у нас происходит ротация нижней челюсти, и в плане лечения, если вы запланировали скачок, то он будет выполнен в одной плоскости. Вот так, ровно, в одной, в сагитале, ну, либо в трансверзале. Но оно все будет в одной плоскости. В реальности челюсть так не разворачивается. Она разворачивается либо против часовой стрелки, либо по часовой стрелке, в зависимости от задач. И если вы планируете реализацию ротации нижней челюсти, я рекомендую оставлять сагитальную щель в объеме 1,5-2 мм максимум, для того, чтобы у вас был зазор для вот этой самой ротации. Иначе в плане лечения, если вы это не оставили, скорее всего, вы столкнетесь с тем, что у вас зубы нижней челюсти будут упираться в зубы верхней челюсти, а в боковом отделе будет тотальная дизокклюзия. И эта дизокклюзия не такая, которую вы сможете закрыть путем того, что вы обрезали элайнер, и пациент походил с этим условные 12 часов, и боковые зубы сомкнулись. Увы, нет. Здесь надо добавлять дополнительный набор для того, чтобы убрать контакт во фронте и чтобы ваш прикус закрылся. Поэтому оценка контактов у нас происходит, в принципе, так же. Вы нажимаете окклюзионные контакты, разворачиваете модель сзади для того, чтобы вам эффективнее все это посмотреть. У данной пациентки, например, видите, у нее окклюзионные накладки, поэтому здесь оценивать окклюзионные контакты немножко сложновато. Но в общей массе вы должны понимать просто принцип, да, то есть куда падает небный бугор четверки, надо ли вам его как-то подкорректировать или нет, как стоит клык, есть ли там контакт. Я все-таки всегда рекомендую убирать контакты с переднего отдела в принципе, чтобы, кроме случаев с открытым прикусом, когда мы делаем большой объем экструзии во фронте, и, соответственно, таким образом можем это корректировать. Ну и напоследок, мы, в принципе, четко с вами укладываемся почти в тайминг. Напоследок, небольшой клинический случай для понимания того, как хорошо может реализоваться план лечения, если мы все заранее спланировали. Супер давнишний кейс. Эту девушку я лечила в 18 или в 19 году, достаточно давно. И она ко мне пришла со словами, что вот уже 3 года я хожу по ортодонтам, и все меня пугают, что это очень долго, и вообще никто не хочет меня лечить. А я была тогда очень уверена в системе, и, в принципе, у меня даже не возникла мысли о том, что что-то может пойти не так. И в плане лечения, естественно, ее, конечно же, больше всего смущала двойка, несмотря на то, что там вся правая сторона, в принципе, в перекресте. Это ее как раз-таки не смущало. И вот в плане лечения что мы реализовывали? Мы запланировали, конечно же, расширение. И так как я понимала, что у нас одна сторона уже, другая сторона шире, нам нужно что-то с этим делать. Также у нас сильное несовпадение центральных линий. Здесь хорошо это видно, что центральная линия внизу уехала сильно вправо. И для того, чтобы эффективнее расширить правую сторону, мы решили делать это последовательно. То есть сначала расширялась правая сторона, а потом расширялась полностью вся верхняя челюсть. То есть разделяли эти перемещения. На нижней челюсти аналогично. То есть у нас небольшая была дистализация в третьем сегменте для того, чтобы расшириться и скорректировать немножко центральную линию. И таким образом получили достаточно хороший план. Атачменты, посмотрите, с правой стороны на боковых зубах я поставила покрупнее для того, чтобы лучше реализовать периметр, лучше реализовать ширину, то есть и в частности расширение, тем более когда оно у нас одностороннее.
И, собственно, после этого план лечения мы получили вот такой вот результат. Мы даже не делали никакой дозаказ лайнеров. Мы справились только одним набором. У нас прекрасным образом расширилась верхняя челюсть. А, Сейчас, конечно, когда я смотрю на этот кейс, мне кажется, что не хватило объема. Можно было бы еще подрасширить первый сегмент, но в общей массе в целом для одного набора лайнеров это прекрасно. Ее улыбка сильно поменялась, и, честно, у нее поменялась тоже и жизнь очень активно, поэтому, казалось бы, всего лишь правильная, грамотная диагностика, всего лишь правильно составленный план лечения с четким пониманием, что куда будет двигаться, в какой последовательности, приводит вас к тому, что лечение на элайнерах для вас становится максимально комфортным. Вы не будете закапываться в большом количестве дополнительных элайнеров и лечить одного пациента по 5 лет. Вы не должны видеть пациента чаще, чем раз в 3-4 месяца. В этом и вся суть, в принципе, лечения на элайнерах. И самое основное, что происходит у ваших пациентов, это четко отрабатываются все те перемещения, которые вы спланировали. И если вы спланировали их хорошо, то, скорее всего, ваш план лечения будет идеальным, и действительно, вы этого пациента увидите 2-3 раза в лучшем случае за весь срок лечения. И я вас призываю к этому стремиться для того, чтобы все получалось и чтобы все ваши пациенты действительно все это хорошо носили. А если у вас остались какие-то вопросы ко мне, либо наоборот какие-то предложения, либо подискутировать, самое время задать эти вопросы в чате и все обсудить. Спасибо вам большое за внимание. Амир. Да, 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 я тут. Сейчас ждем вопросики от наших Мгм. слушателей. Так, я пройдусь по вопросам, наверное, пока сейчас, которые я уже вижу. Сколько ждать после перелечивания периодонтитов? Очень хороший вопрос, Ирина. Топ. Слушайте, мы с моими терапевтами пришли к выводу, что двигать можно практически сразу. То есть как только перелечили, как только запломбировали на постоянной основе, все равно это, когда мы говорим про перелечивание, это 2-3 сеанса минимум. После перелечивания можно двигать сразу. Но в любом случае вы же все равно сначала после перелечки отсканировали пациента заново, пока вы заказали капы, пока они приехали, прошло 2 месяца. Вот с того момента можно а, прекрасно двигать эти зубы. Надеюсь, ответила на вопрос. Если нет, продублируйте, если что-то возникли еще какие-то. Так, Дильшат спрашивает, куда выгружать КТ-сустав и МРТ? Все, что знаете о МРТ, расскажите, как применять при лечении с элайнерами. Слушайте, ну само МРТ по себе применять с элайнерами сложно. Это чисто элемент диагностики. Вы никуда это выгрузить не сможете, потому что у вас стандартно в плане лечения, когда вы загружаете, вы можете загрузить вот в эти окна, тут у нас, в принципе, есть, видите, опция под загрузку прицельных снимков, которую мы, конечно же, никогда не используем, и просто в это окошко загрузить то, что нужно вам. Я иногда туда загружаю прям вот срезы, которые я сама сделала как картинки из КТ либо из МРТ, чтобы не забыть. Опять-таки, как я говорила, после этого технику вообще без разницы, что у этого пациента на МРТ. Ваша задача передать задачу для техника для того, чтобы лучше это понимать. И в целом вообще МРТ-диагностика для чего нужна? Для того, чтобы понимать, в каком состоянии диск, что вы можете с этим диском сделать, и надо ли вообще с ним что-то делать. Вообще нужно ли этому пациенту что-то делать? Чаще всего, когда я направляю пациентов на МРТ, все-таки это какие-то вывихи дисков, в которые мы дальше вправляем. Вправляем с помощью дистракционных шин, но сегодня у нас тематика не гнатологическая больше, а именно про вход в лайнеры. Поэтому это, наверное, как отдельный вебинар надо проводить на тему МРТ и гнатологии, в принципе, да, почему мы это делаем и зачем. Лиша, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Если нет, продублируйте что-то еще. Так, Дарья спрашивает, лечение с удалением премоляров на элайнер, какие показания, при каких клинических случаях это реализуемо? Реализуемо всегда. В целом удаление премоляров как опция имеет место быть. Я не считаю, что это что-то очень плохое, но за все 10 лет своей работы я удалила всего лишь 4 премоляра 3 пациентам.
Не повезло только одному мальчику, которому я удалила два премоляра, потому что остальные два человека были уже с асимметрично удаленными премолярами, и мы удаляли другую сторону для того, чтобы нормализовать вообще как-то смыкание в этой области. Когда вы удаляете премоляры, вам нужно понимать, что вы планируете с этим делать, как вы будете закрывать этот промежуток. За счет мезиализации и дистализации, либо за счет дистализации фронта. Концептуально от этого зависит то, как вы будете это закрывать, какими перемещениями. Потому что если у вас дефицит места какой-то там, не знаю, 2 миллиметра, но это не будет показанием к удалению, вы замучаетесь это закрывать. Если тем более вы говорите про, мы планируем мезиализацию, например. Если же мы говорим про то, что у пациента большая сагитальная щель, нижняя челюсть уже в финальной позиции, она никуда не сместится, и вам нужно отработать это за счет дистализации переднего отдела, за счет ретракции, то вы получите шикарный результат на элайнерах, потому что Invisalign применяет в таких случаях сразу же протокол G6. Я на секунду забыла, какой G6. И этот протокол, он включает в себя определенную последовательность перемещения плюс установку специальных атачментов, которые будут помогать контролировать торг, и в таких случаях корни у вас четко перемещаются. Я такой кейс показывала как раз на конгрессе с удалением. Подробно тоже мы про это все обсуждали. Это не является противопоказанием для использования элайнеров. Вообще только за. Поверьте, вы будете приятно удивлены, когда попробуете закрыть промежуток за счет ретракции с помощью лайнеров. Главное иметь хорошую опору для этого. Так, перехожу пока к следующему вопросу. Здравствуйте, ваш кейс сколько лайнеров занял? Эта пациентка суммарно пролечилась за 11 месяцев. У нас было, по-моему, что-то типа меньше 30 лайнеров, и мы их носили в какой-то момент по 7 дней, потому что я не помню почему. Но очень мало, то есть у нее реально вот только был один набор, даже не было никакого дозаказа. 11 месяцев он занял. И это было супер классно, потому что после того, как ей обещали там несколько лет лечений, получить вот такой результат, это было прям очень-очень круто. При перекрестии вы используете небные или лингвальные атачменты? Если да, то можете ли вы рассказать плюсы и минусы, показать кейсы? Так, небные лингвальные атачменты. Слушайте, я не очень люблю небные лингвальные атачменты, потому что очень маленький объем, где вы можете их использовать. Если мы их используем в качестве дополнительной опоры при расширении, то нет, для этого они вам не нужны. Элайнер и так прекрасно может все расширить, имея просто обычные стандартные горизонтальные атачменты на вестибулярной поверхности. Если мы говорим про, например, перекрест, и это какой-то локальный перекрест, например, типа там шестерка в перекресте, то здесь хорошо отрабатывают эластики, кросс-эластики, опять-таки с дополнительным контролем торка, чтобы у вас не получилось так, что у вас зуб вывихнулся вовнутрь, наружу, если у него стоит кнопка лингвальная, например. Поэтому здесь мы дозируем объем эластиков, то есть мы, в принципе, эти эластики позиционируем, например, там не 1/8 extra heavy, а, например, там 1/8 light, для того, чтобы это было более мягкое давление, чтобы у вас и элайнер успевал это зуб корпусно переместить, и эластик в таком случае был как дополнительная опора такая. Вот, поэтому в целом а, из плюсов плюс лингвального атачмента только то, что он незаметен, наверное. А минусы то, что больше фиксации, и даже пациенту будет сложно снимать такой элайнер, если очень много небных атачментов. Можно небные еще, знаете, когда использовать, когда у вас сильно ротированная шестерка, например, и вам нужно ее развернуть, и больше 30 градусов ротации уже чуть сложнее идет. Тем более шестерка, такой большой зуб, вот тогда можно наклеить атачмент лингвально. Но при перекресте, как правило, нет. При перекресте самое лучшее, что работает, это эластики и кросс-эластики. Надеюсь, смогла ответить на ваш вопрос. Я сейчас так быстро, оперативно не найду кейсы, которые у меня есть там с перекрестами, потому что они в других презентациях. Поэтому, к сожалению, словами могла рассказать.
Может, еще какие-то есть вопросы? Если при составлении плана лечения используются справа эластики по второму классу в средней тяге, есть ли смысл давать хотя бы на ночь легкие эластики слева для стабилизации венчист? Да, правильно, хорошо сформулировали, все понятно. Даян. Смотрите, я за то, чтобы использовать эластики все-таки симметрично, но бывают ситуации, когда у вас односторонний второй класс, например, и этот второй класс обусловлен именно смещением нижней челюсти. Тогда лучше оставлять с одной стороны. Но я в целом сейчас отказываюсь от очень жестких эластиков. То есть если раньше я всем пациентам давала 3,16 heavy, то сейчас мы от них отказываемся в пользу 1/4 medium, иногда даже 5,16. То есть более мягкое давление, более мягкие эластики. Это нужно для того, чтобы лучше пациент пускай носит на постоянной основе, но что-то мягкое давление, чем очень сильно жесткое, потому что очень много суставных пациентов, а они очень сильно стали реагировать на вот такие жесткие эластики. Надеюсь, понятно ответила на ваш вопрос. Резюмируя, если это смещение нижней челюсти, то лучше добавить, лучше оставить с одной стороны. Пожалуйста, пожалуйста, за ответы. Коллеги, может, еще какие-то есть вопросы? Может быть, не совсем по теме презентации, но тем не менее, с удовольствием отвечу. Какие сложности у вас, когда вы начинаете заполнять, например, план лечения, либо когда получаете первый план? Вопросов нет. Лес Коллеги, рук. есть вопросы? М, Так, не вижу вопросов. М, Хорошо. Ну, Получается, на все можем ответили. уже закрывать, в принципе, вебинар. Коллеги, благодарим вас за активное участие и интерес к теме. Спасибо Диане Феликсовне за подробный и честный разбор клинических аспектов работы с лайнерами, а также за практические рекомендации, которые можно применить уже завтра. Надеемся, что полученные знания помогут вам более уверенно входить в лечение на элайнерах и минимизировать риски на старте. А, До встречи на следующих Супер. мероприятиях Ортоклуб и удачи вам в работе. Спасибо, Так что, Диана доктора, от себя Феликсовна. тоже хочу сказать спасибо вам большое. Надеюсь, что теперь ваш план лечения вам будет гораздо легче заполнять, и э, ваши планы лечения будут реализовываться на все 100% с легкостью сразу. Очень хорошо. Поддерживаю. Все, Всем спасибо. хорошего вечера. Хорошего вам вечера. Удачи. Все, всем счастливо.